Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Перемирие в Сирии под угрозой срыва. Огонь открывался 45 раз за последние сутки. Америка, Россия и ООН обвиняют друг друга. В целом, как вы видите, режим прекращения боевых действий отрядами оппозиции, подконтрольной Соединенными Штатами, не выполняется. СМИ сирийских курдов опубликовали сенсационные кадры американского спецназа, который воюет в Сирии. Съемки, как утверждают авторы, проводились севернее сирийской столицы ИГИЛ, города Ракка. Дочь казахстанского президента Назарбаева Дарига стала председателем самого важного комитета в Сенате страны по обороне и безопасности. На вопрос журналистов «Current Time», не планирует ли дочь президента стать его преемницей, Дарига ответила уклончиво. Здесь, знаете, все эти гадания, это как вилами по воде. Спекуляции и не более. Секретное имение стоимостью $460 миллионов нашли у российского премьера Дмитрия Медведева борцы с коррупцией из фонда оппозиционера Навального. Площадь имения 80 гектаров, старинная дворянская усадьба в центре и озера для любимой уточки премьер-министра. Ну вот посмотрите сами. Вот так выглядит дача канцлера Германии Ангелы Меркель. А вот так дом бывшего президента США Билла Клинтона. Сравнили с Медведевским? Самые умные птицы на Земле – вороны – научились использовать палочки для еды. Эксперимент, поставленный на Гавайях, поверг в изумление ученых всего мира. Секретное гигантское имение премьер-министра России Дмитрия Медведева обнаружили сотрудники Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Площадь этого участка составляет 80 гектаров. Это почти 100 футбольных полей. Имение расположено в живописном месте на берегу Волги в Ивановской области, на закрытой территории. Частная пристань, лыжный склон, подъемник, вертолетные площадки, гаражи, помещения спецсвязи и отреставрированная усадьба конца XVIII века. По оценкам фонда, только приблизительная стоимость резиденции – 30 миллиардов рублей. Это более 460 миллионов долларов. От внешнего мира участок отделен 6-метровым забором. Сам Медведев здесь бывает довольно регулярно, и на яхте сюда на своей приплывал, и даже по инстаграму лидера «Единой России» можно это определить. Вот смотрите, вот фотография с грибочками, а дальше смотрим, где она сделана. И по геотегу видим, что именно там, в резиденции в Плесе. И вот мы подлетаем к главной части всего имения. Видите, здесь даже такой небольшой заборчик есть, который ограждает ее от остальной части. Историческая усадьба Миловка 1775 года постройки, только новенькая и отреставрированная. Домик для уточки. Ну вот посмотрите сами. Вот так выглядит дача канцлера Германии Ангелы Меркель. А вот так дом бывшего президента США Билла Клинтона. Сравнили с Медведевским? Вам, наверное, очень интересно, кто же оплатил всю эту радость. Одно можно сказать точно. Медведев этого не делал. По данным Фонда по борьбе с коррупцией, участок с усадьбой 8 лет назад приобрел благотворительный фонд «Дар», связанный с женой Медведева и его бывшим однокурсником. Расследователи утверждают, что деньги фонду дали акционеры газовой компании «Новатэк». А когда президентский срок Медведева подходил к концу, резиденцию передали другой организации, некоммерческому фонду по сохранению историко-культурного наследия «Градислава». Однако, согласно публикации, приезжать в усадьбу Дмитрий Медведев не перестал. Международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International усомнились, что «Дар» является благотворительным фондом. Якобы благотворительный фонд на самом деле не занимается фактически благотворительностью, потому что я внимательно отсмотрел все, что могло бы быть упомянуто по этому фонду и по второму фонду, который там фигурирует. Я не нашел каких-то серьезных благотворительных программ, но я увидел большие обороты по счетам. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова утверждает, что хотя премьер и останавливается иногда в усадьбе, она ему не принадлежит. Названные вами объекты, как и другие объекты временного проживания, не находятся в собственности Дмитрия Анатольевича Медведева и не используются им и членами его семьи на другом правовом основании. В благотворительном фонде «Дар» нам отказались оперативно прокомментировать информацию расследователей и попросили направить официальный запрос. Старшая дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева буквально за 2 дня сменила кресло вице-премьера правительства на должность главы важнейшего комитета Казахстанского Сената по международным отношениям, обороне и безопасности. Эксперты и политологи, комментируя переназначение Дариги Назарбаевой, высказали предположение, что таким образом ее готовят на роль преемницы ее отца.
На вопрос корреспондентов настоящего времени, рассматривает ли она планы стать президентом страны, дочь главы Казахстана ответила уклончиво. Сейчас это все 25 лет да, нашей всегда. независимости. А вот вы себя рассматриваете как преемника? Я себя рассматриваю человеком, очень верно и преданно служащим своей родине и являющимся членом команды нашего президента. Поэтому здесь, знаете, все эти гадания, это как вилами по воде, спекуляции и не более. Поработать сенатором – это очень большое доверие и ответственность. Работа интересная, мне знакомая. Единственное, радуюсь тому, что теперь буду еще и познавать новое поле, новую сферу деятельности. Это наша безопасность, оборона, международные отношения. Среди первых инициатив Дариги Назарбаевой на посту сенатора – отменить контрактную службу в армии и полностью восстановить всеобщий призыв в Казахстане, увеличив срок службы с 1 года до 2 лет, как это было в советское время. У самой Дариги Назарбаевой 2 сына. Старший сын в армии не служил, он бизнесмен. Другой закончил Королевскую военную академию в Лондоне Сандхерст и военную подготовку прошел там. В Бишкеке прошел саммит глав государств СНГ. В заседании участвовали президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана. Главной интригой перед началом мероприятия стало, приедет ли на саммит исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Но вместо него на встречу послали министра иностранных дел. Джибек Бегалиева наблюдала за участниками саммита. Саммит СНГ в Бишкеке, к которому здесь так давно готовились, начался по-восточному неспешно, но не из-за местного протокола вовсе. Скучать журналистов заставил глава одной из северных стран. На встречу с коллегами на целых 2 часа опоздал Владимир Путин. Зато в ожидании российского президента прессе удалось разузнать много закулисных подробностей подготовки к мероприятию. Специально к саммиту построили огромную юрту. Она теперь будет считаться в Кыргызстане самой большой и, наверное, самой дорогой. Юрта внутри оснащена вентиляцией, санузлами, там 2 этажа, банкетные залы, комнаты отдыха, центр синхронного перевода и сразу с 8 кабинками. Сюда сразу после переговоров на поздний ужин заглянут президенты. Внутрь уже не пускают. Там накрыт стол для глав государств. Вот специально к президентской трапезе подвозят свежие фрукты. О том, как будут встречать высоких гостей, рассказывает главный человек в государственной резиденции. Ну, как обычно, как везде, проходит официальный прием. Концерты будут. Мы стараемся, чтобы исполнить песни или произведения вот каждой страны, которые они представляют. Естественно, национальная классика будет. Все, чем угощают политиков, обязательно проходит через его дегустацию. В этот раз по просьбе самих гостей еда в меню у политиков почти диетическая, ничего жирного и сладкого. Но несмотря на это, на прием важных гостей по кыргызским меркам потратили серьезные деньги. Однако юбилейный саммит лидеры многих стран СНГ все же проигнорировали. Вместо самого ожидаемого журналистами участника Шавката Мирзиёева Узбекистан на саммите представлял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. К слову, из соседней республики на мероприятие не приехал и ни один узбекский журналист. Встречу также пропустили главы Туркменистана, Молдовы и Украины. Те, кто приехали на встречу, не могли не вспомнить своего бывшего коллегу. Память об Исламе Каримове президенты почтили минутой молчания. Представитель Узбекистана, министр иностранных дел, вспоминал, что некоторые формулировки писал своей рукой Ислам Абдуганиевич Каримов. Это работа всех глав государств, общая работа. И, конечно же, я хочу сказать, что вот в сегодняшних условиях, в сегодняшней ситуации в мире, очень непростой, мы должны беречь, сохранять любую площадку для вот такого широкоформатного диалога. Официально обсуждать лидеры СНГ должны были несколько вопросов, в основном организационных. Серьезные темы в этом формате за 25 юбилейных лет практически не обсуждались. Однако формальная повестка встречи на этот раз вызвала небольшую перепалку. Украина выступила против того, что Россия в следующем году возглавит клуб бывших советских стран. Украинская сторона не приемлет передачу данного председательствования. К этому пункту будет приложено соответствующее заявление. И пункт 5 по поводу переписи в 2020 году. Украина примет участие в переписи 2020 года. Но если во время переписи Российская Федерация проведет и учтет население, проживающее на территории Украины, аннексированной Российской Федерацией,
Результаты переписи мы считать будем никчемными. Я к этому пункту также приложу соответствующее заявление. Спасибо. Впрочем, несмотря на возражения украинского посла, руководить СНГ с января нового года все равно будет Россия. Завершить свое председательствование в юбилейном 25-м году Алмазбек Атамбаев предложил большим банкетом, где кыргызский президент также собирается отпраздновать уже собственную круглую дату – 60 лет. Дюбек Бегалиева, Азат Антумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Перемирие в Сирии под угрозой срыва. Огонь открывался 45 раз за последние сутки. Америка, Россия и ООН обвиняют друг друга. В целом, как вы видите, режим прекращения боевых действий отрядами оппозиции, подконтрольной Соединенными Штатами, не выполняется. СМИ сирийских курдов опубликовали сенсационные кадры американского спецназа, который воюет в Сирии. Съемки, как утверждают авторы, проводились севернее сирийской столицы ИГИЛ, города Ракка. Самые умные птицы на Земле – вороны – научились использовать палочки для еды. Эксперимент, поставленный на Гавайях, поверг в изумление ученых всего мира. Режим прекращения огня в Сирии на грани срыва. В последние сутки его нарушали 45 раз. Взрывы и выстрелы звучали в городах Хомс, Растан и в окрестностях Алеппо. Вы видите кадры этих нарушений, которые распространяет агентство Рейтер со ссылкой на социальные сети сирийских оппозиционеров. Удары наносит артиллерия. Жители городов вновь заговорили о бомбежках. Есть раненые. Точной информации об убитых во время нарушения перемирия пока нет. Также ожесточенные бои идут в районе города Дейр-эз-Зор, где на позиции боевиков ИГИЛ наступают части сирийской правительственной армии. Однако бои против радикальных исламистов, признанных террористами, не считаются нарушением режима прекращения огня, хотя местное население уверено, что прекратить стрелять должны везде. Российское командование обвинило в нарушении перемирия Соединенные Штаты, которые, по мнению россиян, не выполняют взятые на себя обязательства по отделению умеренных оппозиционеров от террористов. В целом, как вы видите, режим прекращения боевых действий отрядами оппозиции, подконтрольной Соединенными Штатами, не выполняется. Продолжаются обстрелы, гибнут люди, разрушаются дома. Если за первые сутки их было зафиксировано 23, за вторые 37, то за третьи уже 45. О применении боевой авиации во время прекращения огня рассказывают и сирийские беженцы, поток которых в сторону Турции после трехдневной паузы опять вырос. В 7 часов вечера российские и сирийские военные самолеты бомбили окрестности Эль-Атариба. После 7 бомбардировки почти прекратились, за исключением территории вокруг Костелло-Роуд, возле поселка Кафр-Хамра и Газиантепа. Обвинение в адрес России высказал спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистура. По его словам, российские военные никак не могут убедить армию Асада перестать простреливать дорогу Костелло, по которой должна поступать гуманитарная помощь в Алеппо. Как заявляют в ООН, именно присутствие сирийских танков и пехоты вдоль этой стратегической дороги делает невозможным прохождение гуманитарных конвоев. Доступность гуманитарной помощи – вот что волнует людей. А еще не хотят слышать бомбежки и артобстрелы, и с этим есть проблемы. В свою очередь, российские военные наблюдатели, работающие в Сирии, пытаются убедить партнеров по переговорам, что войска Асада выполняют все поставленные условия, но им не верят представители Пентагона. Они заявляют, что перемирие срывает именно Россия, покрывая действия сирийского правительства. А вот кадры сенсационного видео, которое распространяют курдские СМИ, в частности, курдский интернет-телеканал 24. Авторы утверждают, что им впервые удалось снять американских спецназовцев во время боевой операции на севере Сирии, неподалеку от сирийской столицы боевиков ИГИЛ Ракки. До этого на всех видео и фотографиях присутствовали только американские инструкторы, а спецназ США в полной боевой выкладке во время своего наступления действительно удалось запечатлеть впервые. Во Франции возобновились массовые протесты противников трудовой реформы. Десятки тысяч человек вышли на улицы Парижа и других французских городов. В столице митинг закончился уличными боями с полицией. Есть задержанные и раненые. Подробности в репортаже Рейтер.
Митинг против трудовой реформы прошел днем в четверг в центре Парижа. Демонстранты прошли от площади Бастилии до площади Республики. По данным профсоюзов, на улицы вышли 40 тысяч человек. Полиция приводит более скромные цифры – 12 тысяч. Люди требовали отменить принятый весной закон, после которого работника стало проще уволить, а профсоюзы потеряли часть полномочий. Борьба будет продолжаться, и она примет самые разные формы. Мы не будем выходить на митинги каждую неделю, как мы делали это в этом году. Разные формы. Что это значит? Это и юридическое обжалование, и конкретные действия. Мы очень хорошо организованы. За последние полгода подобных демонстраций было больше 10. Многие заканчивались беспорядками, и нынешняя не стала исключением. Демонстранты стали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Стражи порядка в ответ использовали слезоточивый газ. По крайней мере, 9 человек арестованы, 5 полицейских получили ранения. Новый трудовой закон пролоббировала правящая партия. Он направлен на то, чтобы растормошить рынок труда и создать новые рабочие места. Таким образом, Франсуа Олланд намерен бороться с безработицей. Через 7 месяцев Франции предстоят президентские выборы, и в желании Франсуа Олланда баллотироваться на второй срок мало кто сомневается. Профсоюзы считают, что трудовая реформа делает работников уязвимыми и регулярно проводят митинги и забастовки. А в Ростовской области России продолжают свою бессрочную голодовку шахтеры. Они требуют выплатить им зарплату, которую не получают много месяцев. Частная компания-владелец 2 шахт обанкротилась и осталась должна работникам свыше 300 миллионов рублей. Это более 4,5 миллионов долларов. Тем временем власти региона решили погасить конфликт за счет денег местных налогоплательщиков. У Лидии Дунаевой вся семья шахтеры. И отец, и братья, и муж. И голодовку она начала в день шахтера. Предприятие задолжало ей 115 тысяч рублей. Недавно всем сотрудникам шахты начали выдавать зарплату за май прошлого года. 300 я получила. А так мы почти год вообще ничего не получала. Мужа Лидии дома нет. Он давно ищет работу за пределами родного поселка. Сейчас работает на строительстве Керченского моста. Скоро должен вернуться, вахта заканчивается. Держать голодовку женщине непросто. Каждый день она готовит еду для 4 детей. Соль я пробую, я врать не буду. Потому что сварить борщ, не попробовать его, как он посоленный, дети кушать его не будут, согласитесь. 115 тысяч – большие деньги для семьи Дунаевых. Вот, у нас же нет газа. Если бы я бы за эти деньги можно подвести газ. А сколько стоит подвести газ? Газ подвести 200 тысяч надо. Но у меня есть еще 100 тысяч региональный материнский капитал. Я бы его вложила, добавила свою зарплату, и получилась бы сумма, которая мне нужна. Шахтеры уже 3 месяца ежедневно пикетируют офис своего работодателя. Но только после объявления голодовки областные власти нашли резервы и начали выдавать им небольшие суммы. 13 сентября выплаты получили 1400 шахтеров. Это не помогло. Число голодающих только выросло. Сейчас, по данным координаторов протеста, голодают порядка 100 человек. Требуют, чтобы с ними расплатились полностью. На квартире же дома голодаем. Они думают, что это все неправда. Вызывают скорые, приходят скорые. Первые, которые у нас скорые начинались, когда люди первые начинали, женщине первое было плохо, она при нас звонит, вызывает, скорую помощь, и скорая помощь не проезжает. Говорит, ничего страшного у вас там, попейте горячего чайку, вообще бросайте голодать и выходите. Пошли, разбрасывать стали, не разбрасывать, ложить в почтовые ящики, распечатки такие, брошюрки о вреде голодания, как мы будем умирать после этого, здоровье подрываете вы. Это кто это делает? Мы не знаем, на администрацию. Дмитрий Алексеевич по требованию врачей голодать перестал. Сейчас только морально поддерживает коллег по телефону. Горный мастер Владимир Тарадин тоже вышел из голодовки. Сейчас ест в основном лекарства. Шахта задолжала ему 170 тысяч рублей. Семья пожилого шахтера давно в долгах. Оклады от 8 до 15 тысяч. Это очень маленькие, сами понимаете. Поэтому работали на шахте люди предпенсионного, пенсионного возраста. Я на пенсии уже с 2004 года, но приходится работать до гроба. Шахтеры намерены продолжать голодовку, потому что уверены, власти выплатили им копейки, чтобы снизить социальную напряженность в регионе перед выборами.
Несмотря на то, что центральные каналы молчат, об акции протеста горняков знают далеко за пределами Ростовской области. Но как только выборы состоятся, о ростовских шахтерах забудут, уверены они, и придумывают новые способы напомнить о себе. Елена Романова, «Настоящее время». Последствия цыганского погрома в одесском селе Лощиновка. Напомним, 27 августа там была убита 8-летняя девочка, после чего местные жители отправились крушить цыганские дома, считая именно цыган виновниками этого убийства. Местные власти и полиция в ультимативной форме предложили всем членам цыганской общины покинуть село. Наш корреспондент Всеволод Ананьев попытался выяснить судьбу бежавших из украинской деревни цыган. После трагедии в Лощиновке и случившихся после нее погромов село пребывает в состоянии такого хмурого затишья. Внешне вроде бы все спокойно, но люди не хотят говорить на камеру, они явно чем-то напуганы или расстроены. Мы приехали в село на выходные. На улицах встречаем много выпивших людей. Некоторые настроены агрессивно, пытаются вырвать камеру. Не надо. Тихо, руки! Не надо. Избегая конфликтов, стучимся во дворы. Пытаемся поговорить с людьми. На контакт никто не идет. Спрашиваем у жителей их мнение по ситуации, которая случилась с цыганами. Я занят, у меня люди рабочие. Может, 2 минуточки нам уделите, пожалуйста. Извините. Без камеры жители поясняют, недовольны пристальным вниманием прессы. У нас уже были журналисты, потом появилась у нас межнациональная рознь. У нас такого не было никогда у нас в селе. 16 или 17 национальностей. Наконец, нам удается поговорить с местным электриком. Владимир прожил в Лощиновке всю жизнь. Утверждает, местные конфликтуют с цыганами давно и во всех окрестных селах. Просто люди боятся, чтобы они не мстили. Они, наши люди, тоже боялись, когда по отдельности. А когда вместе собрались уже, решили, что только убирать их отсюда. Это видео сняли местные активисты. Они утверждают, цыгане в Лощиновке продают наркотики. После публикации записи полиция открыла уголовное производство. Никого не задержали до сих пор. Это материал 2015 года. Сейчас они находятся у нас в следственном аппарате по статье 307. То есть сейчас вторая, это распространение наркотиков. На каком именно этапе сейчас? Там досудебное расследование, я не хотел бы это обсуждать. По уверениям местных, ромскую диаспору выгнали из-за наркоторговли. Сегодня в Лощиновке остались только цыгане-старожилы. Эта семья живет здесь почти четверть века, пока их не трогают. Но люди сидят на чемоданах. Поведение односельчан осуждают. Тоже дети. Если бы не было бы детей, уже ладно, согласны были. Где-то бы поехали бы, нашли бы. Ну а детей за собой таскать, это тоже не... Изгнанные цыгане разъехались по разным уголкам Одесской области. Мы попытались связаться с ними через местные власти. Оказалось, что судьбой своих бывших односельчан они не озабочены. А у вас нет номера телефона? Нет, к сожалению, нет ни одного номера телефона. То есть вы не следите за их судьбой, получается, или как? Не поддерживаете связь никакой? Нет у меня связи с ними. То есть вы никакие связи с ними не поддерживаете, да? Нет. В Лощиновку приехали полицейские из Одессы. Предотвратить дальнейшие беспорядки. По вечерам улицы патрулируют народные дружины. Всеволод Ананьев, «Настоящее время», Одесская область. Гавайские вороны используют палочки для еды, причем без какого-либо труда. Об этом сообщили британские ученые, которые провели эксперимент над птицами. Этой феноменальной способностью использовать какие-либо предметы для добычи еды из труднодоступных мест из семейства вороновых обладали только новокаледонские вороны. Это дальние собратья гавайских. Гавайские вороны находятся на грани исчезновения и уже не живут в дикой природе. В конце 20 века их популяция почти исчезла. Чтобы восстановить численность, ученые поселили птиц в специальном заповеднике, где и был проведен эксперимент. Пищу практически спрятали на деревьях, но гавайские вороны ее легко нашли при помощи палочек. Об эксперименте написал авторитетный британский научный журнал Nature. По мнению ученых, это поразительный результат. С экзаменом справились все птицы. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы благодарим вас за внимание и прощаемся до следующей недели. Всего доброго.